Жители Тарловки просят вернуть поселок в состав Набережных Челнов. Больше 10 лет Тарловка является частью Елабужского района, что не устраивает сельчан. За что борются жители поселка, в нашем сюжете. Все-таки народ за то, что мы перешли в Челны, относились к Челнам. Об этом жители Тарловки говорят не один год. Они давно хотят вернуться в состав Набережных Челнов, как было около 10 лет назад. Небольшая историческая справка. В далеком 1920 году в Тарловке построили противотуберкулезный санаторий. И с тех пор поселок входил в состав Набережных Челнов. Такое решение было принято в связи с тем, что Тарловка находится в непосредственной близости к городу, буквально на противоположном берегу реки Кама. Многоэтажки Челнов и сегодня видны как на ладони. В 2009 году санаторий разорили, и он закрылся. Многие жители поселка остались без работы. Олег Лапитов когда-то тоже трудился в санатории. Мужчина вспоминает, что хоть там и платили немного, зато недалеко от дома. Многим пришлось устраиваться работать в Челны. Ну, кто-то в Елабугу, возможно, устроился. Но, в общем, основная масса вся в Челны. Это, опять же, нужно было на чем-то добираться. Ладно, транспорт ходит. Это опять дополнительные неудобства. Пока местные жители искали работу в Набережных Челнах, властями было принято решение перевести Тарловку в состав Елабужского района. С жителями эту тему обсуждали, но, видимо, не со всеми. Не спрашивали. Ну как это, Зоя Ивановна, телевидение было? Да, было, но мы все за Челны были. А результат обратный. Понятно? Вас якобы спросили? Якобы спросили, а нарисовали, что надо, и перевели куда надо, и все. С тех пор у сельчан и начались неприятности. Кроме тренажеров, ничего хорошего в Тарловке сделано не было, сетуют жители. Дети катаются просто по проезжей части. Тротуара элементарно, нет тротуара, чтобы мамочкам с колясочкой пройти. Воды горячей 2 месяца. Нет, 2 месяца. По Москве месяц срок. По России 2 недели, а у нас 2 месяца просто так. Ремонта нет и не будет. Нас снегом тут заносило зимой. Вот, обратились туда, они говорят, у нас без вас, без вашей Тарловки хлопот полно. Но самая большая проблема – транспортная доступность. Автобусы в Тарловку едут через Челны, а спецслужбы приходится ждать несколько часов. Бывало, что дома сгорали дотла, пока до поселка доезжали пожарные, возмущаются жители. Это трасса М7. Тарловка находится в той стороне. Спецслужбы в поселок едут из Елабуги, то есть вот оттуда. И чтобы попасть в поселок, им нужно развернуться. Разворот находится вон там в Набережных Челнах, далеко за линией горизонта. Поэтому дорога до Тарловки занимает у спецслужб очень много времени. Были и несчастные случаи, рассказали жители. Автобусы останавливаются с одной стороны дороги, а пассажирам нужно на другую. Пешеходного перехода нет, приходится рисковать. Менделеевск, допустим, с Казани едут. Они выходят здесь, из Казани. И нужно перейти на нашу сторону, а потом Менделеевск добираться. И сбили. Было. Ну хорошо, лето сейчас, а осень, зима, весна, грязь. Невозможно пройти. Жители Тарловки отправили коллективное письмо мэру Челнов Наилю Магдееву, а также намерены писать премьер-министру и президенту Татарстана. Изменится ли что-то в жизни местных жителей, пока непонятно. Мы будем следить за развитием событий. Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ.